Салям алейкум, это программа Bon Weekend. Я Алия Хаджибадинова, и мы продолжаем свое путешествие. Сегодня я направляюсь в курортную часть Украины, в Кирилловку. Там проживает 3500 человек, а в 2019 году ее посетило 1,5 миллиона туристов. Мне очень интересно, какой там сервис и чем удивляют туристов. Кирилловка – это поселок городского типа. Находится на полуострове, который образован двумя лиманами – Утлюгским и Молочным. По обе стороны от центра есть две косы – Федотова и Пересыпь. Они образуют более 20 километров песчаных пляжей. Сегодня это один из самых популярных курортов Украины. Здесь более 700 объектов временного проживания, и отдых здесь желательно планировать заранее. Я впервые в Кирилловке, и подобрать жилье оказалось не так просто. Ведь в разгар сезона практически все гостиницы переполнены отдыхающими. В поиске жилья мне помог сайт Кирилловка КС.ua и служба бронирования Кирилловка-24. Я ознакомилась со здешним сервисом, и вот мой топ-список баз отдыха, гостиниц и отелей в Кирилловке. Семейный курорт-отель «Пересыпь» расположен в самом конце косы Пересыпь, на первой береговой линии. Здесь очень тихо и спокойно. Ориентирован на семейный отдых, повышенная безопасность, хороший сервис, круглосуточное медицинское обслуживание. Отдельно разработанная программа аниматоров для детей и взрослых, свой конференц-зал, кинозал, компьютерный клуб, игровые площадки, бассейны, столовая и ресторан на берегу моря. Одновременно может поместить 250 гостей в 80 номерах 6 разных типов, на любой вкус. В общем, здесь вам точно понравится. База отдыха «Адмирал» расположена на второй половине Федотовой косы на первой линии Азовского моря. Ориентирована на тихий семейный отдых вдали от ночных клубов и дискотек. Уютные номера, хороший сервис и душевная атмосфера. Большая охраняемая территория в 1,5 гектара. Собственный ухоженный пляж, игровые и спортивные площадки, детский клуб, кафе, гриль, пиццерия, пляжный бар, магазин. Одновременно может поместить 300 гостей. Более 80 номеров 8 различных типов. Это и отдельно стоящие домики, и номера в корпусах. Профессиональная команда аниматоров займется досугом детей во время вашего отдыха. Это один из самых дружелюбных и kids-friendly отелей Кирилловки. База отдыха «Гармония» находится в середине косы Пересыпь на второй линии от Азовского моря, но расстояние до пляжа составляет 300 метров. Территория закрыта от посторонних и находится под круглосуточным видеонаблюдением. На базе 2 капитальных бассейна с зоной отдыха, кафетерий, бар, волейбольное поле, мангальная зона, отдельная кухня, если вам захочется приготовить еду самостоятельно. Здесь 31 номер, одновременно может проживать до 100 гостей. Номера делятся на 2 типа, они уютные и чистые. Кстати, каждый номер имеет собственный балкон. Вообще «Гармония» идеальна для семейного отдыха. Для детей здесь все продумано. Отдельный бассейн, игровые площадки, детская комната, словом, тихо, спокойно, душевно. База отдыха «Водный мир» находится на Федотовой косе на первой береговой линии. Это 5 гектаров ухоженной, охраняемой территории с ландшафтным дизайном, собственным пляжем и единственным в Кирилловке музыкальным фонтаном. Если вы хотите быть в центре событий, то отдых в водном мире как раз то, что вам нужно, ведь рядом масса развлечений. На территории есть бассейны, фонтаны, рестораны и кафе. 242 номера на любой вкус и бюджет. Уютно и чисто. Есть система безопасности. Кстати, а вот и их прачечная, которая оборудована по новейшим технологиям. Для детей тут вообще раздолье. Это и компьютерный клуб, и ролидром, аниматоры, и кинотеатр, и еще много-много всего. Но если вам не спится, караоке-клуб и бар работают всю ночь, и все это на территории одной базы.
Гостевой дом «Николь» находится в центре Кирилловки в 5 минутах ходьбы от пляжа. Этот современный, чистый и аккуратный гостевой дом построен в 2018 году. На территории есть огромный бассейн с пресной водой, зона отдыха, детский лабиринт, мангальная зона, сауна и кафе-бар с очень вкусной кухней. Кстати, иногда владелец гостиницы рыбачит, и вы можете отведать только что пойманную рыбку на мангале. Здесь 24 номера, они современные, просторные и чистые. Но основное преимущество гостевого дома в том, что он работает в межсезонье и зимой. Как по мне, отдых здесь напоминает каникулы у близких родственников, где все тебе рады и ждут в гости. Отель «Перлина Таврии». Это 9 гектар территории с великолепным озеленением. 2 из них составляет пляж с гранитной набережной. На территории 7 бассейнов, 1 оборудован подводное поло, пешеходный фонтан, 3 массажных кабинета, 2 мангальные зоны, 2 бара, ресторан, детское кафе, огромная столовая. Номерной фонд составляет 450 номеров разных категорий. Одновременно отель может разместить 1500 человек. Для их комфорта ежедневно работает 300 человек. Автомобильная стоянка рассчитана на 400 автомобилей. Здесь также есть кинотеатр под открытым небом, анимационная зона и анимационный центр для детей, детские площадки и еще много-много всего. Местные жители говорят, что Перлина Таврии – это отдельный город в нашем поселке. Итак, друзья, просмотрев разные варианты отелей и баз отдыха, я сделала свой выбор. Я становлюсь в гостевом доме «Вирго». Это бюджетный вариант проживания. Он находится в центре Кирилловки. Пойдемте посмотрим. Здравствуйте! Здравствуйте. Меня зовут Алия. Меня зовут Русана. Очень приятно. Очень приятно. Пойдемте, я вас провожу. Да, спасибо. Ух ты! Вот этот? Вот ваш номер. Приятного отдыха. Спасибо большое. До свидания. До свидания. Здравствуйте этому дому. Итак, вот мой номер. Здесь очень просторно, уютно. Запахов вообще никаких нет. Кстати, у меня это в топе. Для меня самое главное, чтобы не было никаких запахов. Так, чистенько. 2 кровати. Большие, мне кажется, для всей семьи. Кресло, стол, телевизор, кондиционер. О, даже холодильник у изголовья кровати специально для меня. Я так люблю поесть. Так, посмотрим здесь. Ну, здесь тоже чистенько, аккуратненько. Ну что, друзья, очень хорошо. Мне все нравится, остаюсь здесь отдыхать. Хорошо выспавшись, я отправляюсь к морю. Сегодня ветрено, море неспокойное, но мне это на руку. Сейчас догадаетесь, почему. Друзья, среди всего прочего, Кирилловка также славится своими
экстремальными видами водного спорта. Многие сюда приезжают именно за этим. Я также хочу попробовать себя вот примерно вот в таком виде. Не знаю, получится ли у меня сразу, но я постараюсь. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Меня зовут Алие. Очень приятно. Программа «Бон Weekend». Как у вас здесь красиво, мне очень нравится. Да. Мы с вами разговаривали по телефону и все-таки решили, что я хочу попробовать экстремальный водный вид спорта. Расскажите, какой можно вот для новичка более безопасный и чему я быстро могу научиться? Любой экстремальный вид спорта, он не супер безопасный, но под разные условия мы подберем максимально безопасный для вас, в зависимости от возраста клиента, желающего человека. Поэтому сегодня более всего подходит кайтбординг для вас. Классно, я очень надеюсь, что у меня все получится. Пойдемте? Пойдемте. Это ваша экипировка на время обучения. Это лайкра, для того, чтобы не сгореть, защита от солнца. И пояс трапеция, к которым прикреплен кайт. Вот здесь вот. Вам нужно будет это одеть. Спасибо, пойду переодеваться. Немножко теории ветра и правильности управления кайта. У нас есть ветровое окно и зона ветра. Поэтому мы, прежде всего, выходя на воду, должны определить направление ветра и стать спиной к ветру. Вращаемся, ощущаем, закрываем глаза, ощущаем ветер и пытаемся стать спиной к ветру. Все, я готова. Да. Штанишки. Хорошо. Цепляем крючок. И у нас вся нагрузка происходит на тело. То есть мы не держим кайт руками, кайт у нас поддерживается. Да, если дергать будет, то дергать будет тело. А меня он не может унести теоретически. Не, вот, если там в воду чуть-чуть шаг сделаем, то есть не будет такого ничего опасного. Класс! Мне сейчас кажется, что я его не удержу. Он такое сопротивление. Ушел мой инструктор, оставил меня наедине с этим прекрасным кайтом. Тепло, мелко, немного мерзковато. И что-то колется в пятки. No comments, просто no comments. Фифочки, девочки, фифочки сюда точно не зайдут. Потому что ощущения не из приятных. Это просто реальное испытание в моей жизни. Вода такая темная, там не видно, что происходит, и там что-то колется. Еще и рыба плавает вот так. Это страшно? Да. Правда страшно? Оно, знаете, страшно от того, что я не знаю, что там внизу. И... Листочек вот здесь. Да, здесь классно. Все мои возмущения испарились, когда меня пристегнули к кайту. Это очень волнительный момент. Ведь нужно научиться чувствовать поведение кайта на ветру, то есть буквально обуздать ветер. Вообще кайтсерфинг – это активный и экстремальный вид спорта, а кайтбордер, то есть я в будущем, должен использовать силу ветра с помощью этого парашюта – кайта, чтобы передвигаться по воде, земле или снегу. Это очень увлекательный процесс. Но для того, чтобы встать на доску и управлять кайтбордом самостоятельно, мне потребуется еще несколько занятий. Все-таки хочется еще большего экстрима. Я выбрала для этого водный мотоцикл. Кстати, впервые управляю им. У него 95 лошадиных сил, и его максимальная скорость составляет 120 км в час.
Вау, это настолько круто! Меня переполняют эмоции. Я нахожусь на территории базы отдыха «Адмирал». Здесь прекрасное кафе с очень вкусной кухней. Меня пригласили на плов, и я пришла немножечко пораньше, чтобы увидеть, как его готовят. Здравствуйте. Здравствуйте, добро пожаловать. Здравствуйте, очень приятно. Ну что, можно посмотреть, да, как готовят? Да, мы покажем вам все наши секреты. Класс. Давайте посмотрим, как готовят адмиральский плов. Здравствуйте. Вот День добрый, день добрый. Владимир Ильич, что вы сегодня готовите? Сегодня мы готовим плов в казанах, Вижу, настоящий. красивый зирвак уже красивый. готовится. Зирвак готовится уже, сейчас я немножечко помешаю, и дальше будем с вами общаться. Скажите, какой сегодня будет плов? Сегодня наш украинский плов степовый, потому что готовим мы его в наших степях, из наших продуктов для наших людей. Что, и мясо даже отсюда? И мясо, конечно же, отсюда. И коровы здесь у вас пасутся? Конечно, конечно, и коровы у нас тут живут. А специи какие? Специи, да, специи используем классические. Зира, куркума, барбарисик. Все как положено, но с нашим акцентом, скажем так. С нашим Я уже акцентом. жду, не дождусь вашего плова. Не буду вас отвлекать, побежала готовить. Да, Спасибо. да. Как у нас разместились? Хорошо, все хорошо? Все прекрасно. Море идеальное, люди прекрасные. Спасибо вам большое за гостеприимство. Ну, мы стараемся создать какую-то атмосферу гостеприимства, чтобы было приятно нашим гостям. Денис, вы знаете очень много историй, связанных с этой местностью. Расскажите какую-то самую интересную. Ну, я могу рассказать об истории названия Федотовой косы и базы отдыха «Адмирал». Это то, что мне Конечно. ближе. Вот. Далекой весной 1737 года мореплаватель норвежский Петр Петрович Бредал, адмирал флота, двигался вдоль побережья Азовского моря с севера на юг и открывал на тот момент неизведанные земли, неизведанные косы, составлял, в общем-то, карту Азовского моря. Адмирал увидел вдалеке песчаный отмель, песчаную косу с широчайшими пляжами. Высадился, ну и надо было нанести ее на карту и давать какое-то название. А в тот момент, открыв календарь, а другого, кроме церковного, не было, христианская церковь празднует День святого почитания, святого Феодота Анкирского. Это великомученик, который является покровителем сферы гостеприимства. Это сфера гостиниц, сферы там, трактиров и так далее. То есть это прапрапрапрапрародитель сферы гостеприимства, который находится Видите, сейчас... как все совпало, да? сейчас Столько здесь баз отдыха и гостиницы, как раз такое название. На Федотовой косе большая индустрия гостеприимства. Мы, конечно, стараемся ее повышать с каждым годом все больше и больше. Спасибо большое. Приятно. Ух ты! Ну что, давайте пробовать плов. А плов нужно есть ложкой. А в Узбекистане, конечно, его едят руками, но я не решусь на это. Это вкусно. Вкусный адмиральский плов. Это, конечно, не узбекский плов. В нем есть свои особенности. Например, куркума в узбекский плов, насколько я знаю, не добавляют куркуму. Ну, очень вкусно. Итак, чем еще можно развлечь себя в Кирилловке?
Здесь есть музей интеллекта, аквариум, аквапарк, дельфинарий, конный театр и лунопарки. Вот туда мы с вами и отправимся. Выбираю экстремальный аттракцион Star Life. Это громадная цепочная карусель высотой в 60 метров. Это примерно 20 этажей. Мне так хотелось побороть все-таки свой страх высоты, но все, что я смогла, это крепко вцепившись за перекладины, кричать закрытыми глазами. Не думала, что будет так страшно. А вот эта карусель как раз для меня. Утром я отправилась на Молочный Лиман. Говорят, здесь очень красиво. И правда, моему взору открылись прекрасные пейзажи. Конечно, в летний период здесь очень жарко и ветрено. А это промоина, русло, соединяющее Азовское море и Молочный Лиман. Долгие годы это русло было занесено песком и обмелело, и в Молочный Лиман перестала заходить рыба на нерест. Но буквально несколько лет назад местные власти занялись углублением и укреплением промоины. Работы еще не завершены, но уже этим летом в Молочный Лиман на нерест зашло много рыбы. Расскажите, пожалуйста, об особенностях этой местности и вот о самом проливе. Ну, смотрите, в силу того, что мы находимся рядом, мы наблюдаем все, что здесь происходит уже почти 10 лет. По сути, мы находимся, вот видите, это Азовское море. Да. Вот. И вот если двигаться туда, то есть это вот там находится лиман, Молочный Лиман. Молочный Лиман — это такое уникальное средовище, там где-то 35 километров его площадь на 10. Вот. Питается, с одной стороны, пресной молочной рекой, она тоже довольно большая, а с другой стороны питается соленой, это морской. И это дает уникальную такое составляющее, что вся рыба, по сути, с Азовского моря сюда идет на нерест, это такой большой роддом. Для всей рыбы Азовского моря до Турции, вот вся промысловая рыба сюда. Ну и бычок, камбала, пеленгаз. Это заповедная зона. Это заповедная зона. Здесь нельзя рыбачить. Ну, есть время, когда можно, в принципе, да, но все очень подконтрольно, браконьерить нельзя, все строго, очень все строго. А вот здесь вот на берегах? Вот, на ну, берегу, рыбаки встречаются, да, особенно да. В марте-апреле, да, они приезжают, даже где соревнования устраивают такое. Ну, все подконтрольно, в принципе, можно. Ну, нам можно будет порыбачить? Сейчас? Сегодня. Сегодня? Ну, мы встречали рыбаков, наверное, можно. Можно, хорошо, попробуем. Вооружившись палаткой, я отправляюсь на берег моря, чтобы провести время в уединении. После такого активного отдыха и частых переездов я немного устала. Мои силы восстановит только море и уединение. О чудо! Кажется, я встретила местного рыбака. Пойду договариваться.
Местный житель оказался приветливым и с радостью поделился знаниями о рыбной ловле и даже своей запасной удочкой. Кстати, ловить рыбу в Кирилловке можно не любым методом и не в любое время года. Но даже во время нерестового запрета рыбу можно ловить с берега на одну снасть в черте населенного пункта и общим весом не более 2,5 килограмм. Будет сделано! Ура! Я впервые поймала рыбу! На прощание наш друг поделился своим уловом. Давайте уже готовить! Но с вечерней прохладой налетели комары. Но это все ерунда. Только посмотрите на эту луну и едва просматриваемую линию горизонта. Море буквально слилось с небом. Какие краски! Уха получилась отменная. Этот вечер на берегу моря навсегда останется в моей памяти. Ничего не предвещало беды до того, как я легла спать. Ночью началась гроза. Друзья, 3:42, у меня еще ни в одном глазу, я промучилась все это время и до сих пор так и не уснула. Слияние с природой прошло не очень успешно. А утром грозы как и не бывало. Ну вот и все. Мой отпуск в Кирилловке заканчивается. За эти несколько дней я здорово отдохнула, надышалась чистейшим морским воздухом и уже готова к новому путешествию. Это была программа «Бон Уикенд», и мой отпуск в Кирилловке подошел к концу. Я спешу за новыми впечатлениями. Ну что, поехали? Здравствуйте. Здравствуйте, поехали. Поехали. У-ху!